Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, у микрофона Любовь Петрова. В конце марта, 28 по 31, в городе Якутске прошло 23-е республиканское совещание молодых писателей Якутии. И сегодня у нас в студии участник совещания, молодой писатель, ведущий библиограф Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Максим Эверстов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Вы можете дозвониться к нам во время прямого эфира и задать интересующие вас вопросы гостю нашей студии. Максим, вот совещание прошло. Вы в первый раз принимаете участие в этом совещании? Нет, это третий раз был, когда я принимал участие. Третий раз ты уже принимаешь участие? Потому что совещание раз в 2 года. Одно я пропустил, в Петербурге был, но на некоторые ходил, да. Ну вот расскажите об этом совещании, там, что было нового для себя, что интересного для себя вы узнали, и вообще, в общем. Совещание для молодых писателей и поэтов, в основном, на моем опыте могу сказать, больше поэтов там участвует, и это хорошо, что разные секции, например, я был в секции русскоязычная литература, там были поэты и писатели, но любой мог отправить, вообще любой человек мог отправить свое произведение, если бы оно прошло какой-то номинальный отбор, то дальше его опытные, именитые мастера пера начинают уже критиковать, прогонять, советовать. В этом году в нашей секции русскоязычной литературы было больше, чем в позапрошлый раз, когда я участвовал. И в целом было тоже необычно, потому что я, допустим, пишу фантастику, там фэнтези, какую-то антиутопию, и там очень много было поэтов, но в этот раз была и проза хорошо представлена. На совещании всегда есть секция для тех, кто пишет на якутском языке стихотворение, на якутском языке прозу. Есть отдельная секция детской литературы, потому что если вообще вам нужен совет, то пишите детскую литературу, потому что это и там, в центральных городах, и здесь лакуна, то есть такой пробел. Мало кто пишет детскую литературу, за это очень хорошо сейчас платят, а писателей мало. Вот. И еще была секция народов КМНС, то есть те, кто пишет там на юкагирском, на венгском, на венкийском. Поэтому... А драматургии не было? Драматургия была. Я, насколько знаю, там просто участников было не очень много. То есть были участники, да, но не так, что по 10-15 человек. Вот. Ну и какие там были мероприятия? Мастер-классы, вот, например, кто вел? Гости были этого совещания? Гости были, да. Мастер-классы тоже там по кино был мастер-класс, да, такой неплохой, как со сценариями работать. Гости, ну, в основном, допустим, в нашей секции там Москвитин был, Ольга Янсен среди мастеров, Ольга Пашкевич. Вот, они давали какие-то советы. Ну, министр культуры был, тоже выступал. Я думаю, что для тех, кто писал, очень момент, да, там для журналистов, может быть, не очень интересно было. Вот для тех, кто пишет прозу и стихи, и драму, это было очень важное мероприятие, потому что по итогам некоторые получили сертификаты на издание своих книг. На первой книге кто-то получил сертификат на поездку по республике. Вот. Но я занял первое место в своей секции. Русскоязычная литература, среди остальных я занял первое место. И меня, во-первых, направили в Москву. Там будет в Химках в июне такое же совещание, но российское. И там уже со всех регионов более-менее такие маститых отправят. Я думаю, меня там, конечно, уничтожат, но попробовать всегда нужно. Еще больше критики узнать. Я всегда за критику. Вот. И дали, должны были дать сертификат на издание своей книги, но потом они такие опомнились и поняли, что у меня и так выходит в июне книга здесь, в Аяре, поэтому они как-то подумали, она выйдет, а потом уже посмотрим вторую, третью. А я вот читала, что Шувалов был еще с Москвы писатель. Да, Григорий Шувалов, я уже не первый раз тоже с ним вижусь. У нас в августе был Шамшуринский семинар здесь, и он проходил 3 дня в Ленских зорях. Мы там с ночевкой, для писателей такой мастер-класс, очень, очень неплохо. И там Григорий, как представитель Москвы, как молодой литератор, и, насколько я знаю, он там
то ли редактор, то ли секретарь Совета молодых литераторов имеет вес и может какую-то книгу, если здесь он ее приметит, он может там ее порекомендовать на печать. И именно он посоветовал мне ехать в Химки, и остальным членам жюри сказал, ну вот мы выдвигаем его. Потому что в этом плане решающее слово, кого отправлять в Химки, было за ним. Ну вот в вашей секции, расскажите о работе вашей секции. Сколько было там молодых начинающих писателей? Так, значит, в нашей секции было 10 человек. В основном поэты, молодые, ну, от 20 лет, вот так могу сказать, да, я точный прям возраст не знаю, но я помню, что там, да, от 20 лет и выше. Там, мне, допустим, 31, там кому-то было чуть побольше, 35 было там Евгению, одному парень тоже драматургию пишет и стихи. И могу сказать, что хорошая критика. Жюри не сюсюкались. Я вот иногда бывает, ты приходишь и ждешь, что сейчас, ну, они скажут, ну, неплохо, да. Они говорили, пишите дальше, они, конечно, говорили, не бросайте, но критика была сильная за счет того, что 5 голов, 5 разных мнений, вот, и кто-то говорил одно, второе, третье, потом там, ну, я прям хотел критику. Я просил, дайте мне больше критики. Мне дали мало критики. Там буквально 2 вещи чуть-чуть так посоветовали, а в остальном сказали, ну, это уже готовое произведение, нужно печатать. Ну, значит, вы представляете свои произведения, и эти конкретные произведения рассматривают, да? Да, они же не роботы, чтобы прочитать 100 тысяч страниц. Мы должны были отправить им либо 3 рассказа небольших, либо определенное количество своих стихотворений. Я отправлял рассказы, но я знаю, что некоторые из моих коллег, которые отправляли произведения, они немножко схитрили и отправили больше объем, и жюри жаловалось, что почему вот кто-то отправил 80 страниц, а кто-то 15. Поэтому, говорят, мы все 80, конечно, не прочли, извините, конечно, но их можно понять. Ну вот это вот совещание молодых писателей, оно вообще дает путевку вот тем участникам совещания вот, в союз писателей, вступление в союз писателей? Или это просто подготовительная какая-то такая работа? Здесь и да, и нет. Нет, если жюри понимает, что ты еще не вошел в силу как писатель, если ты еще не обрел себя как поэт, в каком-то таком смысле, они это видят, они это чувствуют, тем более, если бы очень хорошо, что в жюри не 1-2 человека, в этом году 5, да, иногда бывает их 4. И они, если чувствуют, что ты уже близок вот к тому, чтобы перешагнуть грань между простым человеком и писателем, всегда же эта тоненькая грань есть, и когда я участвовал в первый раз, я там, конечно, по шапке получал, я не помню, какой-то год был, 16-й или 15-й, я получил там по шапке, но я был рад. В целом, мне сразу сказали, что очень перспективно, хотя они немножечко так пошипели, что это фантастика. Ну, у нас есть это. До сих пор у нас в стране многие люди, взрослые, там старше 40, они немножко шипят, что фантастика это еще небольшая литература. Но со временем, когда я пришел второй раз, они уже не шипели, они уже просто дали советы. И вот сейчас третий раз они сказали в печать. В печать. Поэтому я думаю, для тех, кто к критике относится легко, надо к критике относиться легко. Это билет. А для тех, кто вот были там люди, я не буду называть, да, кто немножечко критику очень болезненно воспринял, и нам так, мы посидели и подумали, да ну зачем? Ну, это же все объективная информация. Ну, это же учеба, действительно. Да. Учеба же это очень такая профессиональная, когда высокопрофессиональные профессионалы, когда дают рекомендации, советуют что-то. Потому что одно дело, когда ты где-то вымещаешь у себя на страничке там ВКонтакте, еще где-то на страничках сайтов с писателями или показываешь там родителям, они говорят, молодец. Но на самом деле, пока вот хотя бы 2-3 писателя или хотя бы там филолога не посмотрят, ты точно не поймешь, что ты пишешь. Ну, а вообще вот вместе со всеми другими секциями вообще много было людей? Да. И если вспомнить, я вот ходил, фотографировал, у меня привычка фотографировать на всякий случай, а вдруг там отчет какой-то нужно написать. Я фотографировал, да, вместе, наверное, со всеми секциями и мастерами, ну, я могу сказать, что 100-1,5 было людей, ну, 100 точно было. Там просто еще журналисты бегали, они могли создать видимость, что много людей, ну, 100 точно было, считая всех мастеров, критиков, всех участников, 100 была. Ну и примерно какого возраста? Ой,
Там самые молодые 18, как обычно. Там, по-моему, меньше 18 они даже не рассматривали, да? Были ребята, которым было 18 точно. Там в одной секции девушку наградили, ей 18, это я запомнил. Ну и, наверное, среди участников, может быть, до 36-7 доходило. Наверное. Среди мастеров там уже люди, конечно, постарше. Мастеры там Лугинов, разумеется, свое слово сказал. Он уже... Напутственное слово. Да. Не пятый, не шестой раз я слышу то, что его знаменитые писатели – это проклятая профессия. И тот, кто писатель, тот выбрал себе изначально сложный путь. Да. Кроме этого же еще был вот КМНС, да, малочисленные народы. Да. Вот, там был ли? Ну, я же не посещал эти секции. Я же был на своей, но на награждении там отметили, что хорошо, что набираются молодые. Там были молодые, кто пишет на юкагирском, на эвенском, На юкагирском даже Были, да. Мало. Конечно, мало. И я не могу сказать, что я заметил тенденцию за эти 3 раза. Я же 3-й раз участвую. Не могу сказать, что я увидел тенденцию на повышение. Но и на понижение пока не вижу. Ну, то есть есть участники. До 10 человек. У них больше 10, насколько я помню, не было. Но это реалии. Это наши реалии. Это и хорошо, они же пишут на своем языке. Да. И хорошо, что поддержка идет. Конечно. Что идет поддержка государственная, что писатели за этим следят, что эту секцию не упразднили, и они могут продолжать работать вот на своем языке, чтобы кто-то мог прийти и там на юкагирском прочитать какой-то текст. Это хорошо. Ну, таким образом, это совещание было для вас лично полезно, да? Для меня полезно, да, я думаю, что почти для всех, кто там участвовал, это был тоже билет в будущее, в какое-то, да, хотя бы даже если они получили критику, но не получили награду какую-то там, поездку по республике или там еще что-нибудь, свою книгу, они получили критику, и они могут обтачивать свое искусство. Ведь писатель всегда должен грани получать свои, как алмаз, как бриллиант. Да, всегда должен знать, где у него слабое место, где сильное место. Где стоит усилить, над чем стоит поработать. Да. Ну, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся в нашей студии и продолжим наш разговор с гостем студии. Не переключайтесь. Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, у микрофона Любовь Петрова. В конце марта, 28 по 31, в городе Якутске прошло 23-е республиканское совещание молодых писателей Якутии. И сегодня у нас в студии участник совещания, молодой писатель, ведущий библиограф Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия Максим Эверста. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Вы можете дозвониться к нам во время прямого эфира и задать интересующие вас вопросы гостю нашей студии. Максим, вот совещание прошло. Вы в первый раз принимаете участие в этом совещании? Нет, это 3-й раз был, когда я принимал участие. 3-й раз ты уже принимаешь участие? Потому что совещание раз в 2 года. Одно я пропустил, в Петербурге был, но на некоторые ходил, да. Ну вот расскажите об этом совещании, там, что было нового для себя, что интересного для себя вы узнали, и вообще, в общем. Совещание для молодых писателей и поэтов, в основном, на моем опыте могу сказать, больше поэтов там участвует, и это хорошо, что разные секции, например, я был в секции русскоязычная литература, там были поэты и писатели, но любой мог отправить, вообще любой человек мог отправить свое произведение, если бы оно прошло какой-то номинальный отбор, то дальше его опытные, именитые мастера пера начинают уже критиковать, прогонять, советовать.
в этом году в нашей секции русскоязычной литературы было больше, чем в позапрошлый раз, когда я участвовал. И в целом было тоже необычно, потому что я, допустим, пишу фантастику, там фэнтези, какую-то антиутопию, и там очень много было поэтов, но в этот раз была и проза хорошо представлена. На совещании всегда есть секция для тех, кто пишет на якутском языке стихотворение, на якутском языке прозу. Есть отдельная секция детской литературы, потому что если вообще вам нужен совет, то пишите детскую литературу, потому что это и там, в центральных городах, и здесь лакуна, то есть такой пробел. Мало кто пишет детскую литературу, за это очень хорошо сейчас платят, а писателей мало. Вот. И еще была секция народов КМНС, то есть те, кто пишет там на юкагирском, на венгском, на венкийском. Поэтому... А драматургии не было? Драматургия была. Я, насколько знаю, там просто участников было не очень много. То есть были участники, да, но не так, что по 10-15 человек. Вот. Ну и какие там были мероприятия? Мастер-классы, вот, например, кто вел? Гости были этого совещания? Гости были, да. Мастер-классы тоже там по кино был мастер-класс, да, такой неплохой, как со сценариями работать. Гости, ну, в основном, допустим, в нашей секции там Москвитин был, Ольга Янсен среди мастеров, Ольга Пашкевич. Вот, они давали какие-то советы. Ну, министр культуры был, тоже выступал. Я думаю, что для тех, кто писал, очень момент, да, там для журналистов, может быть, не очень интересно было. А вот для тех, кто пишет прозу и стихи, и драму, это было очень важное мероприятие. Потому что по итогам некоторые получили сертификаты на издание своих книг. На первой книге. Кто-то получил сертификат на поездку по республике. Вот. Но я занял первое место в своей секции. Русскоязычная литература, среди остальных я занял первое место. И меня, во-первых, направили в Москву. Там будет в Химках в июне такое же совещание, но российское. И там уже со всех регионов более-менее такие маститых отправят. Я думаю, меня там, конечно, уничтожат, но попробовать всегда нужно. Еще больше критики узнать. Я всегда за критику. Вот. И дали, должны были дать сертификат на издание своей книги, но потом они такие опомнились и поняли, что у меня и так выходит в июне книга здесь, в Аяре, поэтому они как-то подумали, она выйдет, а потом уже посмотрим вторую, третью. А я вот читала, что Шувалов был еще с Москвы писатель. Да, Григорий Шувалов, я уже не первый раз тоже с ним вижусь. У нас в августе был Шамшуринский семинар здесь, и он проходил 3 дня в Ленских зорях. Мы там с ночевкой, для писателей такой мастер-класс, очень, очень неплохо. И там Григорий, как представитель Москвы, как молодой литератор, и, насколько я знаю, он там то ли редактор, то ли секретарь Совета молодых литераторов, имеет вес и может какую-то книгу, если здесь он ее приметит, он может там ее порекомендовать на печать. И именно он посоветовал мне ехать в Химки, и остальным членам жюри сказал, ну вот мы выдвигаем его. Потому что в этом плане решающее слово, кого отправлять в Химки, было за ним. Ну вот в вашей секции, расскажите о работе вашей секции. Сколько было там молодых начинающих писателей? Так, значит, в нашей секции было 10 человек. В основном поэты, молодые, от 20 лет, вот так могу сказать. Да? Я точный прям возраст не знаю, но я помню, что там от 20 лет и выше. Там, мне, допустим, 31, там кому-то было чуть побольше, 35 было там Евгению, одному парень тоже драматургию пишет и стихи. И могу сказать, что хорошая критика. Жюри не сюсюкались. Я вот иногда бывает, ты приходишь и ждешь, что сейчас, они скажут, неплохо. Да. Они говорили, пишите дальше. Они, конечно, говорили, не бросайте, но критика была сильная за счет того, что 5 голов, 5 разных мнений, вот, и кто-то говорил одно, второе, третье, потом там, я прям хотел критику. Я просил, дайте мне больше критики. Мне дали мало критики, там буквально 2 вещи чуть-чуть так посоветовали, а в остальном сказали, это уже готовое произведение, нужно печатать. Ну, значит, вы представляете свои произведения, и эти конкретные произведения рассматривают, да?
Да, они же не роботы, чтобы прочитать 100 тысяч страниц. Мы должны были отправить им либо 3 рассказа небольших, либо определенное количество своих стихотворений. Я отправлял рассказы, но я знаю, что некоторые из моих коллег, которые отправляли произведения, они немножко схитрили и отправили больше объем, и жюри жаловалось, что почему вот кто-то отправил 80 страниц, а кто-то 15. Поэтому, говорят, мы все 80, конечно, не прочли, извините, конечно, но их можно понять. Ну вот это вот совещание молодых писателей, оно вообще дает путевку вот тем участникам совещания вот, в союз писателей, вступление в союз писателей? Или это просто подготовительная какая-то такая работа? Здесь и да, и нет. Нет, если жюри понимает, что ты еще не вошел в силу как писатель, если ты еще не обрел себя как поэт, в каком-то таком смысле, они это видят, они это чувствуют, тем более, если бы очень хорошо, что в жюри не 1-2 человека, в этом году 5, да, иногда бывает их 4. И они, если чувствуют, что ты уже близок вот к тому, чтобы перешагнуть грань между простым человеком и писателем, всегда же эта тоненькая грань есть. И когда я участвовал в первый раз, я там, конечно, по шапке получал. Я не помню, какой-то год был, 16-й или 15-й, я получил там по шапке, но я был рад. В целом, мне сразу сказали, что очень перспективно, хотя они немножечко так пошипели, что это фантастика. Ну, у нас есть это. До сих пор у нас в стране многие люди, взрослые, там старше 40, они немножко шипят, что фантастика это еще небольшая литература. Но со временем, когда я пришел второй раз, они уже не шипели, они уже просто дали советы. И вот сейчас третий раз они сказали в печать. В печать. Поэтому я думаю, для тех, кто к критике относится легко, надо к критике относиться легко. Это билет. А для тех, кто вот были там люди, я не буду называть, да, кто немножечко критику очень болезненно воспринял, и мы посидели и подумали, да ну зачем? Ну, это же все объективная информация. Ну, это же учеба, действительно. Да. Учеба же это очень такая профессиональная, когда высокопрофессиональные профессионалы, когда дают рекомендации, советуют что-то. Потому что одно дело, когда ты где-то вымещаешь у себя на страничке там ВКонтакте, еще где-то на страничках сайтов с писателями или показываешь там родителям, они говорят, молодец. Но на самом деле, пока вот хотя бы 2-3 писателя или хотя бы там филолога не посмотрят, ты точно не поймешь, что ты пишешь. Ну а вообще вот вместе со всеми другими секциями вообще много было людей? Да. И если вспомнить, я вот ходил, фотографировал, у меня привычка фотографировать на всякий случай, а вдруг там отчет какой-то нужно написать. Я фотографировал, да, вместе, наверное, со всеми секциями и мастерами, ну, я могу сказать, что 100-1,5 было людей, ну, 100 точно было. Там просто еще журналисты бегали, они могли создать видимость, что много людей, ну, 100 точно было, считая всех мастеров, критиков, всех участников, 100 была. Ну и примерно какого возраста? Ой, там самые молодые 18, как обычно. Там, по-моему, меньше 18 они даже не рассматривали, да? Были ребята, которым было 18 точно. Там в одной секции девушку наградили, ей 18, это я запомнил. Ну и, наверное, среди участников, может быть, до 36-7 доходило. Наверное. Среди мастеров там уже люди, конечно, постарше. Мастеры там Лугинов, разумеется, свое слово сказал. Он уже... Напутственное слово. Да. Не 5-й, не 6-й раз я слышу то, что его знаменитое писатель – это проклятая профессия. И тот, кто писатель, тот выбрал себе изначально сложный путь. Да. Кроме этого же еще был вот КМНС, да, малочисленные народы. Да. Вот, там был ли? Ну, я же не посещал эти секции. Я же был на своей, но на награждении там отметили, что хорошо, что набираются молодые. Там были молодые, кто пишет на юкагирском, на эвенском, эвенкийском. На юкагирском даже Были, да. Мало. Конечно, мало. И я не могу сказать, что я заметил тенденцию за эти 3 раза. Я 3-й раз участвую. Не могу сказать, что я увидел тенденцию на повышение. Но и на понижение пока не вижу. Ну, то есть есть участники. До 10 человек. У них больше 10, насколько я помню, не было. Но это реалии. Это наши реалии. Это и хорошо, они же пишут на своем языке. Да. И хорошо, что поддержка идет. Конечно. Что идет поддержка государственная, что писатели за этим следят, что эту секцию не упразднили, и они могут продолжать работать вот на своем языке, чтобы кто-то мог прийти и там на юкагирском прочитать какой-то текст. Это хорошо. Ну, таким образом, это совещание было для вас лично
полезно, да? Для меня полезно, да я думаю, что почти для всех, кто там участвовал, это был тоже билет в будущее, в какое-то, да, хотя бы даже если они получили критику, но не получили награду какую-то там, поездку по республике или там еще что-нибудь, свою книгу, они получили критику, и они могут обтачивать свое искусство. Ведь писатель всегда должен грани получать свои, как алмаз, как бриллиант. Да, всегда должен знать, где у него слабое место, где сильное место. Где чего стоит усилить, отталкиваешь, где да. усилить, над чем стоит поработать. Да. Ну, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся в нашей студии и продолжим наш разговор с гостем студии. Не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня». Выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Наши телефоны 320066, 321166. Гость студии – молодой писатель, участник совещания молодых писателей, недавно прошедшее в городе Якутске, победитель русскоязычной секции Максим Эверстов. Максим, давайте поговорим сейчас вот о вашей работе в библиотеке. Я знаю, что вы очень там большую работу проводите, вот подкасты вы там ведете. Вот расскажите о вашей работе в библиотеке. Многие сейчас продолжают почему-то стереотипно думать, что библиотека – это только перетаскивание книг из одного угла в другой угол, что это выдача книг. Конечно, все это остается. Библиотека свои какие-то коренные вещи еще сохраняет. Без этого никогда. Традиции нужно следовать. Но у нас очень много таких движовых, драйвовых отделов. Допустим, я работаю в медиацентре и отвечаю за подкасты, за YouTube, за какие-то бывают статьи, за мероприятия. И мне кажется, что любая библиотека, она должна быть современной в сегодняшнем мире. Если она не хочет закрыться, захлопнуться на каких-то своих советских взглядах, она должна привлекать читателей. Ведь в первую очередь, как ни крути, в библиотеке можно поставить диваны, кофе, телевизор, но главное – это же читатели. В любом случае. Мы должны отвечать, чтобы книги до них доходили. И поэтому я, допустим, записываю подкасты, аудио, где я с точки зрения как филолога, литературоведа и большого поклонника книг, я какие-то вещи анализирую с позиции литературы. Допустим, сегодня я записывал подкаст про 5 героев литературы, которые жили в кризисное время, и как они свои проблемы решали. До этого тоже такие подкасты были с разных сторон. На YouTube записываем тоже. На YouTube я где-то рассказываю про реалии фантастики, где-то рассказываю, как вообще обстоит дело с издательским делом. Потому что, на самом деле, если вы на любой сайт писателей зайдете, там будет написано, что зарегистрированных пользователей там 350 тысяч. Допустим, то есть, и вот эта цифра может напугать, 350 тысяч писателей в России. На самом деле, если его сократить хотя бы в половину, то это уже так, новички, потом еще в половину, это те, кто пишет активно, еще надо резать. Графоманы еще. Графоманы, да. А еще хуже графоманов есть люди. Есть люди, которые пишут повестку, то есть они пишут то, что продается сейчас, и они неплохо на этом наживаются. Неплохо получают денежку, вот, но лет 10 они не будут выходить. Не будет такого, что как какой-нибудь там, да, как Мария Семенова или Нил Гейман, они будут постоянно выходить. Вот. А в библиотеке я с большим удовольствием читаю книги, которые мне помогают делать подкасты. То есть, вот, допустим, люди думают, что вот ты снимаешь подкаст, это сел и записал 20 минут, а как будто работаешь 4 часа, да? Я говорю, для того, чтобы сесть и написать, во-первых, нужно сценарий подготовить, это раз. Без сценария записывают только прям 15-летние какие-то подростки, которые включают. Сценарий нужен, пролопатить книги нужно, понять же, как себя герои ведут. Я иногда бывает, чтобы какой-то подкаст записать, я по 2-3 книги перечитываю. Перечитываешь, конечно, быстрее, чем читаешь первый раз, но «Вишневый сад», допустим. Я вот сейчас записывал «Как Лопахин» из «Вишневого сада», Ермолай Лопахин,
кризис проживал. Но мне «Вишневый сад» пришлось прочитать. Ну, я люблю Чехова, не то, что пришлось, но в целом, да. В целом библиотека живет. Ну вот я вот читала подкаст ваш о Достоевском, ведь это же почти критическая статья, да, какой-то ваш взгляд на все творчество Достоевского. Это же надо хорошо разбираться и в нем, и в его личности, и в его биографии, хорошо знать его творчество. Ну, да, тут, конечно, я тоже изучал источники. Достоевский сам по себе был довольно сложный человек, тяжелый, и с тяжелой судьбой. И прозу его читать я не советую, наверное, лет до 20. Я же долго работал в школах и в ВУЗе. Я могу говорить, что я из тех учителей, которые говорят, что «Войну и мир» в школе не надо читать. Это, во-первых, 100%. И «Преступление и наказание» я бы заменил тоже каким-нибудь, может быть, другим произведением. В программе стоит «Преступление и наказание». Но это дети, они не могут глубину поймать. Не могут. И сейчас, когда я делал этот подкаст, я тоже ходил по библиотеке, по нашей, значит, какие-то книги брал, смотрел, биографию, может быть, какие-то источники. И я в подкастах стараюсь чуть легче подать материал, чтобы люди, которые, может быть, не так фанатично относятся к литературе, как я могу сказать, что я так немножко отношусь, они поняли, что книги живут. Библиотека тоже как хранилище книг и как, может быть, шаг тоже в будущее. Многие думают, что библиотека, все там, онлайн-библиотеки есть, там какие-то торренты есть, еще что-то, библиотека лет через 20 вымрет. На самом деле нет, потому что мы подстраиваемся, мы становимся на новые рельсы, мы делаем какие-то новые... у нас там много отделов. Я когда устраивался, я вообще не знал, что столько отделов есть. И многие из них делают контент, очень такой интересный. И снимают передачи, делают... но подкасты пока вроде бы по литературе только я записываю. И в целом я сам с удовольствием слушаю подкасты. Это, мне кажется, такая тоже новая жизнь от голосовых контент-мейкеров, как радио, только для тех, у кого нет всего дня на прослушивание, у кого 20 минут есть, там, в метро, еще где-то, они могут мой подкаст прослушать и сказать, ага, приду домой, возьму там «Бедные люди» хотя бы, там, или «Белые ночи», если я не захочу «Преступление и наказание». Я уже не говорю про братьев Карамазовых, там, чтобы под конец сидеть и плакать. Зачем? Жизнь не так, не сладкий пирог каждый день, поэтому да. Так, у нас телефонный звонок. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Говорите вы в прямом эфире. Все уже. Звонок сорвался. Ну, человек, видимо, на эмоциях позвонил, подумал, сейчас спрошу что-нибудь про литературу. А так, конечно, любые вопросы мы ответим. Вот мы говорили про подкасты и про запись на YouTube. Ну, сейчас, конечно, я стараюсь в своих подкастах какие-то политические вещи не затрагивать, потому что я вот всегда говорю, человек должен заниматься своим делом, даже если он внутри что-то очень сильно переживает, какие-то эмоции по поводу происходящего. Мое дело литература. Это то, что я люблю, это то, что я могу сейчас говорить, что я более-менее в чем разбираюсь. Поэтому я стараюсь, вот даже вот этот подкаст про кризис, я посмотрел, как, допустим, смотрят герои на это. Не мы. Они же все это переживали, да. Допустим, Сергей Довлатов в своих рассказах в сборнике «Чемодан», как он переживал это. Очень иронично. Он говорил, что нужно относиться ко всему с легкой долей абсурда. Вот у него есть такая цитата. Мне нравится, потому что слишком серьезно, если ко всему относиться, можно же взорваться. Да, крыша может поехать. Конечно. Ну вот вы были преподавателем университета, учились в аспирантуре, да, сейчас пишете кандидатскую диссертацию. И вот даже после чтения вашего подкаста о Достоевском у меня создалось такое впечатление, что вы как бы готовите себя к научной деятельности. Ну, может сложиться такое впечатление. Но, возможно, я могу сказать, что это, с одной стороны, это привычка, потому что после всех написанных научных статей, после всех участий в конференциях, я уже мысленно могу глаза закрыть и представить, как выглядит типичная конференция какая-нибудь. Я в Москву ездил на конференцию, в Новосибирске тоже участвовал, когда еще в аспирантуре был. И я, с одной стороны, я интерес разделяю, да, я не могу его потерять. Но если вот сейчас я могу конкретно уже ответить, если передо мной поставят две дорожки только, да, в науку либо в писательство, я без зазрения совести отвечу писательство. Потому что без науки больно, да, но я проживу. А если мне скажут, что ты вот с завтрашнего дня не сможешь писать, или еще хуже, не сможешь читать про прозу, я, как Катерина, брошусь в Волгу. Просто как Катерина в грозе бросилась в Волгу, я также брошусь в Волгу. Ну, это образно. Образно говоря, конечно. Потому что, да, в некоторых подкастах я чуть легче говорю,
В некоторых подкастах в мне просыпается вот этот литературовед, который говорит, ты знаешь про Достоевского, ты должен это сказать. Иногда я так становлюсь просто на одну ногу. И вот была обратная связь уже, там читатели говорили, что подкасты очень легко слушаются. Видимо, они попали не на подкаст про Достоевского, как вы. Они говорят, очень легко слушаются, и остается такое легкое впечатление, что надо читать. Я говорю, конечно, надо читать. Тем более есть возможность. Да. Вот как раз этот ваш подкаст я читала, нужно ли читать, а зачем читать. Вот, потому что многие же люди говорят, что ой, это уже не нужно, сегодня у нас есть Твиттер, сегодня у нас есть ТикТок, зачем читать? Да. Я еще, по-моему, 2 недели назад я записывал подкаст «У меня нет времени и другие причины не читать». Люди же, самое популярное в моей жизни, когда я начинаю с кем-то говорить про книги, у меня нет времени. Я могу сказать так, время всегда найдется. Потому что даже если у человека, даже если у человека там 2 работы, 3 собаки, семья, кредиты, еще что-то, он найдет час в пределах всего дня. Может, полчаса утром, может, полчаса вечером. Ну вот недавно прошел конкурс «Живая классика» вот среди школьников 6, 7, 8 классов. И вот победители, да, вообще дети очень начитанные. И вот, что интересно, все они о себе говорят, что они начали читать еще в детсадовском возрасте. С 5-6 лет уже читали книги. И один мальчик, ученик 7 класса, он вполне серьезно говорит, я читаю «Преступление и наказание». Ну, может, да, почему бы нет? Я не говорю, что это плохо, это, наверное, это исключение. Потому что если мы возьмем семиклассников в массе своей, да, они не то что не поймут, они еще как-нибудь переврут себе в голове «Преступление и наказание», да, тяжелый такой роман, но я сейчас его могу перечитать вот сейчас и уже не испытывать при этом, как же тяжело просто, там, символику, вот это все. А так, тоже в школах, когда работал, я старался всегда советовать детям какие-то книги. Вот это у меня было. Урок заканчивается, и я уже говорю, ребята, есть такая-то книга, а есть такая-то книга. И у меня ученики брали книги, они у меня обменивались мне. Сначала так не смело, потихоньку, а потом уже табунами у меня брали книги, советовали, я давал какие-то мысли, иногда со мной спорили. Это тоже хорошо, потому что книга живет, библиотека живет. Ну вот у нас 1,5 минуты осталось. Вот вы сказали, что ваш путь в писательство. Ну тогда поделитесь своими планами в этом отношении. Ну планы у меня, как говорится, писать много и хорошо, если получится. Но писать в разных жанрах. Вот у меня Григорий Шувалов смотрел один текст, полностью не фантастический. Он, там повесть «Радуга» называется, да, такой, про реальный мир. Но он сказал, что здесь это, кстати, могут не напечатать, не понять, а в Москве, может, поймут. Поэтому я это тоже руку на пульсе, как говорится, держу. Здесь с большим удовольствием буду печатать свои рассказы, фантастические, фэнтези. И всем тоже советую обязательно, если у вас вот этот огонек живет, вот я всегда говорю, что истинный писатель, он не может себе его потушить. Графоман может. Он может потушить. Я маркетолог. Еще что-то. А истинный писатель, он продолжит писать, он не может не писать. И я вам советую, да, ходите в библиотеку и пишите книги. Это мой совет. Наша программа подошла к концу. Я Максима Эверстова, молодого начинающего писателя, благодарю за участие в нашем эфире и желаю всего хорошего. Покупайте мою книгу. Дорогие друзья.